Далеко-далеко не каждый регион России может похвастаться тем, что у него есть собственное море. Причем море с пресной водой. Посмотрите, здесь даже противоположного берега-то не видно. Мы с вами в Камском устье. Это место слияния двух великих русских рек – Волги и Камы. И это самое широкое место Волги. Здесь 40 километров до противоположного берега. Можете соглашаться с нами, можете нет. Но нам кажется, и нам, может быть, даже не кажется, что это самое красивое место в Татарстане. А вот это, кстати, мог бы быть нулевой километр Волги. Самый широкий участок Волги стоит еще и на самой середине реки. Не приблизительно даже, а именно посередине. Влюбленные в свои края жители называют это место поцелуем двух рек. И с образованием в 50-х годах прошлого века Куйбышевского водохранилища неоднозначным, кстати, стал вопрос, а кто теперь, собственно, меняет свои паспортные данные в результате столь мощных любовных утех? Кама впадает в Волгу или наоборот? Но вряд ли у вас будет на это время в Камско-Устинском районе. Углубиться и без того есть во что. Именно здесь самый известный в республике подземный мир. Это Юрьевская пещера. Это самая протяженная пещера в Поволжье. Опять вот этот эпитет самый. Вот мы с вами только что зашли сюда, а вот туда, если идти далеко, примерно километр. И вообще площадь этой пещеры всей 3500 квадратных метров. Ну, представьте себе футбольное поле вот с такими разрытыми на нем ходами. Эта пещера, конечно, постарше Татарстана. Постарше в 100 раз. Ей, как говорят, 10 тысяч лет. Пещера естественная, как мы сказали. Человек тут руку не прикладывал. А теперь посмотрите вот на этот масштаб. Вот это уже человек. Он уже больше века трудится в соседних скалах, добывает гипс. Это знаменитый Камско-Устинский гипсовый рудник. Мы с вами говорили, если Юрьевская пещера длиной всего где-то в километр, то если мы с вами сложим в линию все вот эти ходы, которые здесь за все эти годы прорывали для добычи гипса, у нас получится огромная линия длиной в 600 километров. И ведь времени у работников этого предприятия было достаточно. На 9 лет этот гипсовый рудник старше Татарстана. Ему 109 лет в этом году. Здесь также можно бродить часами. Расстояния и масштабы такие, что искать выходы из этого трехмерного пазла можно всю жизнь. Недаром наш рудник – крупнейший поставщик гипса для всего Поволжья, да еще и Москвы со всей ее областью. После такого очень хочется воздуха, и его предостаточно в соседнем Тетюшском районе. Здесь мы с вами видим снова то, что называется Русский Нил. Маленький уездный городок на огромном нашем Камском море. Но если продолжать говорить категориями «самый-самый», то вот Джон-рекордсмен, вот он. Это та самая знаменитая Тетюшская лестница. Лестница, по которой обязательно нужно пройти. Не просто смотреть на нее. По ней нужно подняться, чтобы гордиться потом впоследствии этим. «320 ступенек». Это самая длинная, высокая, протяженная лестница в Татарстане и точно самая длинная деревянная лестница на Волге. Илья Ильф, один из авторов романа «12 стульев», был здесь, ходил по этой лестнице, и не зря местные жители считают Тетюши прообразом Нью-Васюков. Возможно. Во всяком случае, мы уверены в том, что Остап Бендер, как вы помните, спасался именно по этой лестнице, спасался от любителей шахматной мысли в Нью-Васюках. Помните? Если бы в Тетюшах захотели, то нашли бы немало сравнительно честных способов отобрать звание Васюков у чувашского Козьмодемьянска. Но разве недостаточно того, что лестницы такой нет нигде больше по всей Волге?
Подняться по этой лестнице нужно еще и за тем, чтобы увидеть, чем может удивить один из самых гостеприимных и изобретательных городов страны. Да вот хоть это рыба. Ровесник, кстати, почти ровесник республики. Сказания, легенды, их столько много, и они такие разные, необычные, что вот не метр, то новая история удивительная. Но нам уже пора дальше. Если бы расстояние между ступеньками Тетюшской лестницы было ровно метр, то мы с вами увидели бы сейчас в Тетюшах гору размером с ту, которую просто невозможно не заметить, проезжая через Азнакаевский район Татарстана. Это знаменитая, конечно, гора Чатыр-Тау. Если ставить ступеньку каждый метр, восходя на нее, то их тоже будет 320. Ее высота 320 метров. Местные жители считают ее самой высокой в Татарстане. С этим можно спорить. С чем нельзя спорить, так это с тем, что это, безусловно, самая известная, самая легендарная гора в Татарстане. Чатыр-Тау. Шатер-гора. Усеченный шатер. Если вам боязно присоединиться к парапланеристам, которые давно облюбовали эту гору, то не беда. Здесь, на вершине горы, можно вообще ничего не делать и при этом в прямом и переносном смыслах практически парить в облаках. Тем более, что и делать-то все равно ничего нельзя. Чатыр-Тау – это природный заказник. Здесь и воздух целебный, и травы целебны, да и вид, честно говоря, целебный тоже. Безбрежное море зелени, еще одно море без берегов. И, как ни странно, это еще не самая высокая точка в республике. Откуда все-таки эти споры, кто кого выше? А дело в том, что вот сейчас я, например, нахожусь на высоте 320 метров над уровнем моря. И дело, конечно, не в этом камушке, на котором я стою, а дело в том, что я нахожусь на абсолютно обычной улице города Бугульмы. Город Бугульма стоит не на горе, конечно, на возвышенности, на Бугульминско-Белебеевской возвышенности. И даже чисто теоретически, если мы предположим, что где-то здесь, в окрестностях Бугульмы, мы с вами увидим какой-нибудь холмик в 50 или 100 метров, он будет выше, чем гора Чатыр-Тау. И мы найдем этот холмик. И действительно холмик. Мы в километре от Бугульмы и вот уже на самой высокой точке. По приборам от 372 до 375. Это на 50 метров выше Азнакаевского шатра. Правда, горой это все-таки не назовешь. Давайте решим многолетний спор Азнакаевского и Бугульминского районов. Может быть, так просто, что скажем, что гора Чатыр-Тау – это самая высокая гора в Татарстане. А вот самое высокое место в Татарстане – это место, на котором мы с вами сейчас